Далее представляем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в республике. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидобстановка в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 9 февраля 2022 года текущая ситуация санитарно-эпидемиологическая в республике по новой коронавирусной инфекции остается в зоне внимания властей, остается напряженной. За последние сутки госпитализировано 97 человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Это 3,3% от количества всех случаев заболевших за сутки, которое составляет 2950. В стационары в городе Якутске поступило 61 человек, из них 19 детей. В районах республики в стационары поступило 36 человек. На настоящий момент, на 9 февраля 2022 года, лечение в стационарах получают у нас 5,7% больных, в амбулаторных 94,3%. Необходимо обратить внимание, что в республике реализуется несколько вариантов лечения в амбулаторных условиях, это как с использованием непосредственно очных, так и дистанционных форм оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях. За сутки в республике выздоровело почти 5000 человек, 4830 человек. Накануне это составляло 2792. Необходимо обратить внимание, что 49% заболевших на территории республики – это заболевшие в городе Якутске. То есть значительно крен заболевших сдвигается в сторону районов республики, в связи с чем оперативными штабами районов республики принимаются соответствующие меры для того, чтобы усилять амбулаторное звено и как можно больше осуществлять раннего выявления и, соответственно, пролечивания новой коронавирусной инфекции. Если 2 недели назад соотношение вновь выявленных случаев составляло 80% Якутска и 20 районы, то на сегодня 50% случаев зарегистрировано в районах республики. Сохраняются ограничительные меры, установленные указами главы республики. Необходимо соблюдать как масочный режим, так и социальное дистанцирование. Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболеваний, но необходимо обратить внимание на то, что количество лиц, которые госпитализируются, и вообще сама по себе госпитализация, она у нас осложнена в том числе и тяжелыми случаями заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ведется мониторинг наличия свободного коечного фонда и, соответственно, Якутская республиканская клиническая больница продолжает оказывать телемедицинские консультации для районных больниц, в которых у нас также граждане находятся на госпитализации. В связи с этим на настоящий момент в республике для жителей районов организовано два этапа, два варианта оказания дополнительной помощи со стороны республиканских больниц. Она связана прежде всего для тяжелых больных. Это телемедицинские консультации. Якутской республиканской клинической больницы для больных амбулаторных. Это консультации, непосредственно видеоконсультации через аудиоконсультационный центр, который работает в республике Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что вакцинация остается приоритетным направлением. И на настоящий момент я бы сделала акцент на ревакцинацию. У нас сегодня прошли ревакцинацию 133 человека, но это лишь только 55,9% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Необходимо обратить внимание на то, что наиболее низкие темпы ревакцинации в таких районах, как Нюрингринский, Алданский, Мигино-Кангаласский, Амиконский, Мирнинский, Горный Оленёкский районы. И в этих именно районах в том числе фиксируется и достаточно высокий уровень заболевания омикрон. Безусловно, в общее количество коллективного иммунитета граждане, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, штаммом омикрон, будут включаться, но речь идет о жизни и здоровье людей. Лучше все-таки получить прививку, лучше пройти ревакцинацию, чем непосредственно все-таки заболевать и затем впоследствии, получать соответствующий иммунитет. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент оперативными штабами на местах принимаются решения в каждом районе индивидуально о работе
значит, средних учебных заведений, о работе школ, об работе, значит, кружков дополнительного образования. Но во всех случаях руководители учреждения знают о своей обязанности строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил допуска детей, которые связаны как с ежедневной термометрией, так и, соответственно, санитарной обработкой помещений. В республике продолжается санитарная обработка помещений торговых центров по понедельникам и вторникам по соответствующему графику, а также дезинфекция подъездов и автотранспорта. Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее, переходим к выпуску новостей. И вот его основные темы. Проект схемы размещения и использования охотничьих угодий на территории республики. В Алтумене состоялся круглый стол на данную тему. В Усть-Майском районе строится современный больничный комплекс. Уже начались работы по возведению свайного поля. 3 миллиона победителю. Адунинский наследник получил средства на благоустройство, мероприятия по энергоснабжению и развитию сельского хозяйства. В Чурапче продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения. Осталось обеспечить теплом 35 жилых домов. По состоянию на 9 часов утра теплоснабжение восстановлено в 214 жилых домах из 249. Все многоквартирные и социальные объекты обеспечены теплом. Продолжительность восстановленных работ затянулась по причине устранения новых утечек на отогретых участках теплосетей. Жалоб со стороны населения по разморозке внутридомовых систем не поступало. В аварийно-восстановительных работах задействовано порядка 80 человек из числа бригад ГУП ЖКХ Республики и местного населения. Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов поручил наращивать и мобилизовать силы и техники близлежащих филиалов предприятия для оперативного восстановления теплоснабжения в оставшихся домах. В Алтумене в режиме видеоконференц-связи состоялся круглый стол на тему о проекте схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории республики. В ходе мероприятия были затронуты вопросы порядка организации и проведения аукциона, условия охотхозяйственного соглашения, размера денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и другие. В обсуждении приняли участие народные депутаты Якутии, представители органов государственной власти республики, муниципальных образований, охотпользователей и общественных объединений. Одним из основополагающих документов является схема размещения, использования и охраны охотничьих земель. Это основной документ. На основе вот этого документа как раз будет планироваться использование охотничьих ресурсов, что повлечет и увеличение квоты лицензий на квотируемые виды животных, таких как лось, косуля, ну и так далее. За счет средств республиканского бюджета при подготовке этого документа было направлено более 74 миллионов. Наконец-то документ готов. Это очень серьезный документ, где идет описание охотничьих ресурсов, границ, места обитания и так далее. В Верхневилюйском Улусе пожарная служба начала проводить профилактические работы. Выезжая на пожарной машине, они ездят по улицам и информируют жителей о пожарной безопасности в громкоговоритель. Такая работа проводится во всех наслегах, в которых есть пожарные части. Звуки громкоговорителя слышны издалека. Жители одобрили такой подход к информированию. Также раздаются специальные листовки. Ну, у нас 7 малочисленных пожарных частей. Они вот в этой неделе с понедельника уже вышли. И они в неделю 2 раза будут выходить так. И люди убедились, что пожарные их охраняют. И что профилактика была. Они у себя дома, если розетку забыли, они будут уже выключать эти. В Усть-Майском районе начались работы по возведению свайного поля современного больничного комплекса. Наши коллеги расскажут подробнее. Предварительные подготовительные работы, проектирование, государственная экспертиза прошла еще в мае прошлого года. Тогда специалисты осмотрели площади будущего объекта, обсуждали в администрации района рабочие вопросы по земельному участку, тепло- и электроснабжению и другие производственные моменты. Проект прошел госэкспертизу, одобрена была, соответствует всем стандартам, требуемым санитарными правилами и стандартам
предусмотренным в здравоохранении на соответствие условиям размещения всех помещений и оборудования. Сейчас нулевой цикл современной больницы возводят в районном центре поселка Усьмая. К этим работам с 28 января приступила ООО «Проектная компания ДСА» из города Якутска. Строим больницу с хозяйственным блоком на 3 этажа. Материал заводится каждый день, все в наличии имеется. Пока все нормально, по плану. Больничный комплекс возводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы и рассчитан на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения. Каменное трехэтажное здание общей площадью 5000 квадратных метров и строительным объемом 26,5 тысяч кубометров будет соответствовать всем самым современным технологиям с учетом всех требований, которые есть сегодня, в том числе из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Стройка разделена на 2 этапа. Это получается, в этом году мы должны поставить полностью коробку, а в следующем году это как бы оборудование и чистовая работа. Сдача объекта намечена 23 год, 4 квартал. В 2023 году ожидаем окончания строительства, ввод в эксплуатацию, и переедем из старого здания в новое современное, оснащенное современным оборудованием. От нулевого цикла возведения свайного поля зависит целостная конструкция всего здания. Поэтому рабочие с ответственностью устанавливают сваи, а их будет 317, забуренных на глубину от 9 до 11 метров. Усьмайцы надеются, что это сооружение не повторит судьбу своего предшественника старой больницы, которая простояла всего 18 лет, именно из-за нарушений технологии возведения нулевого цикла. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Усьмая. По итогам работы наслегов Горного Улуса 2021 года в целях содействия достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований проводился конкурс по 45 критериям. Главным образом оценивались эффективность деятельности наслегов. Победителем объявлен Андудинский наслег и награжден 3 миллионами рублей на благоустройство, мероприятия по энергоснабжению, развитие сельского хозяйства и предпринимательства. Также в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» планируется строительство мини-парка культуры и отдыха. В Амгинском районе акционерное общество «Амгинский» второй год производит местный комбикорм. В изготовлении комбикорма принимают участие все зерновые хозяйства района. За сезон производят около 1000 тонн комбикорма для крупного рогатого скота и свиней. От общего количества половину продают специализированным хозяйствам, остальное – населению. Также Амгинский комбикорм активно закупает близлежащие районы. За этот период с ноября прошлого года заготовлено 800 тонн корма, реализовали 700. При производстве комбикорма используют пшеницу, ячмень и овес. Также добавляют специальную смесь. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале.